Чтобы добраться до дедушки Савея, даже бывалому человеку придется попотеть. Сначала порядка 300 километров по разбитой дороге, далее 50 километров по труднопроходимой местности и, наконец, пешком по тайге. После переправы уже видна юрта. Там, в спартанских условиях, пренебрегая всеми городскими благами, живет тот, кого называют самым сильным шаманом. Без этого В поселке я жить не могу, слишком шумно. В Москве мне даже дышать трудно. Только в тайге можно думать, размышлять и жить. Тех, кто ожидал увидеть медиума в пышном облачении, подлетающего на несколько метров в высоту, постигнет разочарование. Савей выглядит как обычный дедушка. Правда, этот образ рушится вмиг, когда слышишь его пророчество. Через 40 лет землетрясение сильнее будет. Там много людей. Америка 200-500 его затопит. Вот. Это точно не будет. Все это Савей слышит и видит не во сне и не наяву, а во время камлания. Общаясь с духами и достигнув высшего шаманского уровня, он пытается понять будущее через настоящее. Последнее открытие – Россия спасется. Россия ничего не будет. У нас хотели вот разбомбить вот инопланетяне хотели разбомбить. Вот 200 годов. Они не прекратили. Инопланетяне летают, каждый ночь летают. По словам шамана, инопланетное вторжение на Землю произошло много лет назад. Цель прилета – наблюдение и изучение человека. Представители внеземных цивилизаций могут увидеть лишь избранные. От простых глаз они скрыты. Инопланетяне, туда попадет, мужчина с мужчинами разговаривает, женщина мужчина не разговаривает. Так и за это ее законы такие. Смотрите далее. К дочери шамана является его дух. Вот так скрестил ноги и на меня прямо в глаза смотрит. Право проведения Олимпиады Россия выиграла благодаря деду Савею. Возникла мысль о том, чтобы подключить к этому делу какого-то сильного шамана. Якутские аюны. Косвенное подтверждение невероятных способностей шамана было запечатлено несколько лет назад российским ученым-этнографом Анатолием Алексеевым. После того, как фотопленка была проявлена и напечатана, на ней проступили световые вспышки и светящееся силовое поле шаманского бубна. Многие скептики в один голос заявили – фотошоп. Но ученый, принимавший участие в камлании, пришел к выводу – это был дух огня. Происходило, некое действие такое. Значит, как его словами не передашь, что надо видеть. То есть это довольно долго происходило, и мне было удивительно, что человек уже буквально преклонных лет находится в движении, в таком очень сильном, в этом пляске и так далее. На протяжении 3-4 часов тогда это все происходило.